В период развитой бронзы обширные степные территории Евразии были заняты племенами-носителями андроновской культурной традиции. Они были расселены от Волги на западе до Енисея на востоке, от тайги на севере до Памира и Тяньшаня и Синьцзяня на юге. Эти же племена и освоили Алтай. Они были на территории степного, лесостепного Алтая, но памятников этой культурной традиции ученым неизвестны на территории Горного Алтая. Андроновская общность – очень яркое культурное явление второго тысячелетия до нашей эры. Они принесли не только новые традиции металлургии, хозяйствования, колесного транспорта, но и произошел серьезный мировоззренческий сдвиг. Произошли изменения в идеологии. И вот эта вот огромная территория, которая была освоена одной культурной группы, подтверждается данными современного палеогенетического анализа. Вот те племена, которые в это время освоили Алтай, они связаны с западноевразийской гаплогруппой R1A1, которая находит аналогии на территории центрального Казахстана. По всей видимости, по нашим представлениям, первоначально была освоена территория южной части Обертышского междуречья, а затем андроновские племена продвинулись на северо-восток, то есть прошли в зону лесостепи Западной Сибири и дошли вплоть до Енисея. Очень важно было тот факт, что именно с андроновскими племенами связано распространение нового вида транспорта – колесниц. Именно колесница является ярким маркером данной культуры. Это нашло отражение в петроглифах, есть изображения на сосудах. Правда, они неизвестны на территории современного Алтая, но хорошо зафиксированы на сопредельных территориях. Чем же был привлекателен Алтай для андроновцев? В первую очередь, конечно, его полиметаллической рудной базой. Именно полиметаллическая рудная база стала для андроновской культуры основой ее металлургии. Хорошо известны прекрасные андроновские украшения, которые мы находим в погребениях, изделия из золота, украшения головного убора, изделия, связанные с предметами и орудиями труда. В меньшей степени, к сожалению, нам известны предметы вооружения. Такая мобильность, которая позволила андроновцам достаточно короткий промежуток времени освоить огромные территории, она, конечно, связана с системой хозяйствования этого населения. Андроновцы были ярко выраженные скотоводы. Четко выделяется направление освоения мелкого рогатого скота, разведения крупнорогатого скота, и мы видим, что в отдельную отрасль оформляется коневодство. Вообще конь – это был особый символ андроновской культуры. И это связано, конечно, с самой идеологией. Идеологией этого древнего общества, индоарийского общества. В древнеиндийских и древнеиранских текстах именно вот эти вот северные территории являются источником происхождения народа. Арии – это пастух, то есть они были пастухи изначально. И, конечно, когда мы изучаем хозяйство древнего населения, вот эта скотоводческая направленность, она сразу бросается в глаза. И это подтверждается данными современной изотопной геохимии. Когда мы проводим исследования образцов, полученных из костей человека, который связан с племенной андроновской культурой Алтая, мы видим, что здесь содержание изотопов углерода и азота свидетельствует о том, что это были люди с высоким потреблением белка и практически не знающие потребления растительной пищи. Важным источником по мировоззрению андроновских племен является погребальный обряд. Именно погребальный обряд позволяет нам восстановить вот эту космомодель древнего андроновского мира. Мы знаем, что андроновцы хоронили своих умерших в позе адорации, или еще называют в позе поклонения, скорчено на правом и левом боку головой в южный и юго-восточный сектор. То есть вот эта сторона была для них очень важной, направление на юг. И для реконструкции представлений
Используются такие источники, как Ригведа, Атхарваведа, Авеста. Именно зороастрийские источники помогают нам восстановить ту недостающую часть наших знаний, которые мы не можем получить из археологических источников. Многие герои ведийской и иранской мифологии, такие как Индра, Варуна, Митра, они, вероятно, имели свои прототипы уже в андроновскую эпоху. Андроновская культура является апогеем бронзового века. На протяжении почти 6 веков она властвовала над огромными евразийскими пространствами. Но постепенно происходит изменение традиций, культур, и мы видим, что уже примерно к 15 веку до нашей эры происходят миграции в южном направлении. Именно племена андроновской культуры, по мнению многих исследователей, дали основу для современных народов Индии и Ирана.